Вітаю всіх у залі Яна Павла II при беларускай парафіі ў Варшаве. Як мы пачулі сёння вялікая каталіцкая ўрачыстасць, не баўляецца Маці Божай, але мы таксама яшчэ з одной нагоды вырашылі тут сабрацца, бо сёння дзень памяці Лявона Бразны, які загінуў у 1982 годзе. І мы, беларусы Варшавы, хацелі ушанаваць памяць гэтага вялікага беларуса, вялікага чалавека. На пачатку хацеў бы даць слова, можна сказаць, гаспадару гэтага месца, ксяндзу Вячаславу Барку. Ксяндз Вячаслав, запрашаю. Я шчыра вас вітаю, шановнае гаспадарства. Мне вельмі прыемна, што вы знаходзіце час і пажадалі быць на гэтай сустрэчы памяці у гонар славутага беларуса Лявона Бразны. Калі я задумываюся над гэтай асобай, думаю пра Лявона Бразну, у мяне ў першую чаргу узнікае велізарнейшая ўдзячнасць Господу, што Гасподзь даў народу беларускаму такога дзеяча, якога мы маем у гэтай асобе. Насамрэч, гэта вялікі чалавек. А калі услухацца, прынамсі, і ў гэтыя радкі, якія бачым каля здымка Лявона Бразны, а менавіта рабіш сёння, бо калі пачнеш марыць, думаць і расказваць пра свае планы, то нічога і не будзе. Менш разважаць трэба, як табе кепска, а больш працаваць. На маю думку, гэта наскрозь хрысціянскае мысленне. Гэта хрысціянская думка, гэта па-божаму рабіць тут і цяпер. Сёння трэба жыць, сёння трэба браць адказнасць за сваё жыццё і за сваю айчыну. І сёння трэба будаваць Беларусь. Лепшых умоваў не будзе. Прыйдзе лепшы час. Але ён прыйдзе тады, калі мы пачнем сёння рабіць, сёння працаваць. І няхай гэтае спатканне узбагаціць нас. І мне вельмі прыемна, што ў нас ёсць і шаноўныя госці, якія скажуць значна лепш пра Лявона Бразну, чым сказаў бы гэта я. Вялікія дзякуй вам за вашу прысутнасць, а тым, каго запрашаў персанальна, таксама дзякуй за тое, што жадалі да нас прыйсці. Лявон Бразняк, гаспадар Лявоне, запрашаю вас да слова. Шановні сябри, за життя у мене було і є вельми шмат добрих і надійних сябрів. Лявон Бразна – це був найлепшим моїм сябром. Той, хто жив на Заході, не тільки в Польщі, бо Польща – це так умовний Захід, той, коли назирал, то зауважил, что на Заходе сябровства нема. Там нема такого понятия, как у нас, в Штатах. Люди не сябруются. Они в добрых отношениях, у них могут быть интересы, все. Але такого разумения, как в Беларуси, что значит сябра, на Заходе нема, не існує у соціальній структурі и в голове. Нема понятия, что такое сябровство в нашем разумении. Так вот, Лявон Бразна, что б я не зробив, я б трапив би в некий древний стан не трапляв. Я знаю, что он мой сябр, он як брат, и он мне протягне руку, и он мне потримає. Так было. Я ему могу выкласти свою боль, свою душу, и он мне выслухает. И мы поговорим. В Штатах, тут есть люди, які були в Штатах, коли ви почнете американцю вкладывать свою душу, он будет вельми здивлений. А что вы мне это говорите? Это твоя проблема. Ось вельми важный аспект увогуле в Усходній Європі, особливо у нас у Білорусі, это сябровство. Люди могут сябровать и за дружи своя покласти свое життя. То, что сказано в Івані. Великая коштовность и пошана тому, кто все свое погодит за други свои. Вот Лявон Бразна был
одним, а я скажу лепшим, таким моим сябрам. Гэта чалавек, які быў у той час у апазіцыі да ўлады. Таму пасля яго не засталося ні нейкіх аўдыо, нейкіх знятых кінафільмаў. Не засталося. Таму што ён быў контра гэтай улады, яго пераследаваць. Засталося там нават па Караткевічу, засталося па Янку Брылю, па тых пісьменніках, якія, так ці інакш, камуністычная ўлада прызнавала. Але Лявон Баразна гэта быў вялікі беларус, які вельмі ўплываў на асяроддзе сваёй кантактнай прысутнасцю. Вось гэтая з'ява, я трошки пра гэта раскажу. Мы пазнаёміліся з Лявонам в 1992 годзе. Я быў студэнтам. 62, что-то у меня шестерка наадварот. В 62 годзе. І ён закончыў мастацкае вучылішча у 52 годзе. І ён быў мастаком, афарміцелем у гародні. Ён быў у пашане у уладзе, бо ён робіў добрыя работы, яго ведалі. Але ён вырашыў прадоўжыць сваю адукацыю, і ў пэўны час ён прыехаў у Менск і паступіў у тэатральна-мастацкі інстытут на мастацкае аддзяленне прыкладнога мастацтва. Я быў тады на першым курсе. Вот ён заходзіць у інтэрнат, дзе мы жылі, я ж быў якраз адзін, і кажа: Лявон Баразна. А мне Баразна нічого не кажа. Вот прыйшоў чалавек в зялёным капелюшу. І так мы з ім пазнаёміліся, яго в гэты інтэрнат, дзе я жыў, перанакіраваў. І тады, калі я пазнаёміўся з Лявоном, мяне уразіла тое, што мы абсалютна аднолькава думаем, аднолькава ацэньваем падзеі, і ў нас ёсць аднолькавыя абавязкі, бо разуменне чалавека у той перыяд, разуменне мужчыны, ён павінен мець адказнасць за бацькаўшчыну, за народ. Тое, што было ў шляхты, вот гэта было ў Лявона. І мы гэта выдатна разумелі, і я ўжо ведаў яго гісторыю, што ён рабіў пасля сканчэння вучэльні мастацкай. Ён паўтарыў подзвіг Драздовіча, Язэпа. Ён настолькі закахаўся у беларускае мастацтва, у прыкладное, арнамент, касцюм, вопратка, што ён рашыў пайсці па Беларусі і вывучаць сам. Не шукаць па літаратуры, бо вельмі шмат было ўжо знішчана бальшавікамі 30-е гады. І вот он узяў кій і пайшоў у народ. 50-е гады, это 52 год. Трэба ўлічыць, што 30-е гады, 40-е гады, бо 40-е гады працягвалася тая самая рэпрэсіўная палітыка, якая была ў 30-х, только гэта рабілі савецкія партызаны. Знішчалі ўсё нацыянальнае, ўсё беларускае. І вот пачатак 50-х гадоў, то яшчэ не прайшло 10 гадоў пасля вайны. Толькі затрымцела, толькі пачалося новае пакаленне нешта адраджацца. І тут появіўся Лявон Баразна, і ён першы пайшоў у народ. Значыць, ён не маў ніякіх грошай, нічога. Адзеў капялюш, кій, мальверт і пайшоў. Ён рабіў замалёўкі, ён там фотаграфаваў, ён размаўляў з людзьмі. А я кажу, а чым ты харчаваўся? А што людзі дадуць? От зайшоў у дом, все нешта там зрабіў. Людзі заўсёды нашыя прымалі такіх падарожнікаў. Язэп Драздовіч хадзіў, маляваў карціны і харчаваўся тым, што давалі яму людзі. Ён маляваў партрэты, пакідаў гэтыя партрэты, ішоў далей. І засталася яго спадчына
вы можете в интернете это зауважить. Это вельми оригінальний мастак. А він жив отак. Він жив від хати до хати. І покидав. І большиня його загинула. Тому що тут є така справа, яку треба розуміти. Хто служить темному народу, той рано чи поздно їм буде забитий. В ученні його розтоптано. Тому головним застається освіта. І от гэты люди, і Алоїза Пашкевич тітка, яка пішла у народ вчити людей, лячить. Адукавана жінчина, поетеса, бо треба було присвячати народ, бо з темними нічого не зробиш. Вони тебе заб'ють, задушать, як забили Христа. Прийшов, принес їм правду, а в житті вічним, а його забили. Так от гэта повторяється. І тому ті адродженці, які виростали разом з нацією початку 20-го століття, і після війни, вони гэта розуміли, що треба робити освіту. Я працював в інституті мистецтвознавства, етнографії і фольклору, робили експедиції, їздили по місцинам Дроздовича, шукали його картини, може, де засталися. Барочкин ездил, знайшов там некоторые. Ну и находили. Чи вот ведали такого Дроздовича. А, ну ходильники, дед, так. Ну, а чи он что-нибудь? Ну, не помню. А дети говорят, мама, так у нас же, помнишь, деды были, деды. А, так. А они на этих картинах, что им покинул Дроздович, ягоды сушили. Это до того тезиса, что повинна быть освета. Я ще приведу вам факти. Лей Зарецький. Великий наш прозаїк, великий письменник, стежки дорожки, Кривичи написав. Його розстріляли. І особливо за роман Кривичи. Рукопису не нашли. Рукопис був у вёсці, де він жив. І коли його розстріляли, ученые мистецтвознавства, этнографии, фольклору высветлили, что рукопись был, дочки скурили на сигареты, у папире не было. Пописал там нечто Михайлович, там ерунду никакую. Это узнал до того тезиса, на что эти люди ведомо и шли просвещать этот народ. И они не ненавидели этот народ. Не казали, что вы там темные дураки, вы там это по-русски говорите. Нет, они шли и казали, что это такое Беларусь. Вот что такое Янка Купала, як нам треба робити, робили насуперек этой советской уладе. И шли так, дадут поесть, добре, не дадут, неважно, и шли от вёски до вёски. И Левон Борозна, ось так пройшов полову Беларусі. І він зробив маси, сотні замальовок. І зробив 4 альбоми вот этих замальовок. Я вже їх тримав в руках, вони були дадені в мистецький музей, може ти бачив, працював в музеї. Вот. И он это отдал, потому что тады за советами зробить книгу, выдать нечто, это было немагчыма. Только державное выдавецтво, это уключение в план, это Министерство культуры, это тройная цензура, это немагчыма. И тому он эту зробил великую работу и просто отдал в музей. И я кажу, Леон, треба ж видать, каже, немагчыма, але нечто застанется. Придут за нами лепшие люди, разумнейшие, и они это выдадут. Так жив чоловік. То трошки розкажу, скажімо, я знаю шмат випадків, як було. Однойчі зимою, він і зимою ходив, і він йшов, підходить до некої вёски, і його вже він падає, його водять, голова кружиться, все горить. І він чув, що захворів. Велика температура. І він заходить у крайню хату, каже, добрий вечір. А що таке? Чи можна переночувати? Нашел человечек, откуда ты, что ты? Каже, ведаете, что-то со мной захворел, напевно, гарячо. То дядька на його поглядів, все зрозумів. Таке. Приносить йому в бутлі, наливає некої темної вадкості і каже, ну вот пий. А йому каже, ну ти пий. То я пив, розумієте. І где-то полшклянки випив. Это черная ватность. Его поклали на кожухи. Под низ кожух, сверху кожух накрыли, и он сутки не прочинался. Прочнулся свеженький, як огорожек.
Абсолютно. А температура була така, ну, напевно, вище 40. Тому що, каже, я падав. І потім він питає у того дядька, каже, а що ти мені дав? Настойку мухомору. На спирту, на водке, на горелке. Это народное, я это ведаю. Правда, я ночной он небезпечный, треба ведать дозу. Вот. Вот такие детали, и он рассказывал мне шмат такие речи, вот и он, этот народ любил и ведал, и працавал на нем, и был вынік. И он с нами говорил, с студентами, бачили его, разумели, вот человек, который даруется деле народа, деле батьків. Что еще от его вот важное я для себя взял? Бо он был старейший за меня на 15 годов. А мы были наилепшими сябрами. Вот такое дело. Но, правда, мы, наше поколение, это не теперешнее поколение. В 16 годов я был уже взрослым человеком. Мать самоиграилась, что, ну, мы были не те люди. А 19 годов это уже мужчина. Это, что бы, это уже взрослый мужчина. Вот. Зовсім не той час был. Так вот, одночі мы ехали, взяли машину, я працевал мастаком оформителем в мастацком фонде. Он был головным мастаком мастацкого фонда. Мы взяли машину и поехали по Родинской области, 3 дня там ездили по разных питаниям. Вот. И за рулем был москаль Гебис. Ну, все ведали, что по работе спецслужбу, москалек, вот, специально нам пихали таких. Все это знали, я по тем анекдоте, шпион живет этажом выше. Все это ведали. Вот. И вот, когда мы ехали назад, поздней ночью, дикая бабулька проголосовала. Взяли ее тоже, коня с катунками, куда ж ты едешь? А еду, кажу, в Минск на рынок, на Комаровку. Где-то с Подлитина, вот. Завезли ее в Минск, она выходит, и каже, але шоферчик, я так вот и копеечек не маю, я это, и, значит, выходит, а той, ну ладно, иди уже, вали отсюда. И нас это так уразило, и он, значит, кинулся ей помогать, все. А я кажу, ну, а я так поглядел, кажу, все-таки треба обдать, мне кажу, а ты молчи. Мне. Это москаль, это ворог наш. Бога Беларуси треба оборонять. Не важно, что вот это мне проникло, это мне будет 23 года. Свайго чоловіка у часи окупації, поніження, коли нас треба обороняти по етнічній прикметі. Не важно, що він робить, на якій мові говорить. Білоруса повинен обороняти. Бо нас винищають. От гэта лявон, а ти цудовно розумів. І він не молодому, это сказав, ти запомни. Бо іначе нас поділять. Пошаткуют, и мы будем один за одним, так сказать, вот вы я батьки, вот вы такие, але есть нечто огульное, есть наша нация, есть этничная наша, есть народ, и его треба оборонять, его хочуть вынищить физично. Вот 30-е годы знищили от 1 миллиона, надо по моих разниках 1 800 000. Просто физично вынищили, их нема. Вот это тогда мне зашло, ну, глубоко я зрозумел. І у нас було повне розуміння з Леоном по гэтых позиціях. Коли ми жили в антиінтернаті, до речі, як студенти, разом, він студентам часто з'їжджав, їздив по досках, збирав, брав які роботи, оформляв колективи. Його була задача, слухай, треба оформити наші мастацькі колективи, а вже був вельми хороший колектив у Сморгоні, Сморгонській баранці, був вельми добрий колектив Ньома, ансамбль Ньома, городний, ще там у Менську було, і вони були опранутые у кичевых такое строе. Ну, а мы такое, что про Лукашенко зараз. Синие, там зеленые, всякие рушечки, такие всякую чепуху там придумают, чего не было в белорусском народном одеянии. Ни колерно, ни построю. Але такая пошлятина была тогда при Советах, и это специально робилось. Левон это разумел.
И вот ён поставил задачу на основе своего вывучения народных строев, орнаментов, апрануть гэтые коллективы. Это апранул. Апранул Сморонский коллектив, апранул Родинский днем. Я вам расскажу. Это феноменальное было. Он сделал такие костюмы. Есть фотографии, есть ансамбль Ньоман с его костюмом. Я фотографовал, моя фото как раз есть. Вот. Так вот, это был 64 год. Был у Менску фестиваль народной творчести. Выступали все коллективы. И вот, значит, открывается сцена, и ансамбль Ньоман, их там сотни стоят. И вся зала, так дом офицеров было, так, овации почалися, усе костюмы. Настолько это было пригожа зроблено, что все, весь народ это убачить, настолько диво было. Яка була історія? Я зробив цей ескіз, це все на моїх очах робилося. Ескізи це робив, все, ходив по міністерствах, никто знать ничего не хочет. Ну что вы предлагаете? Какие балерины? Разве у нас в народе какие-то балерины? Ну это же эсветский костюм. Это он взял основу шляпку. Вот. І нічого не отримувався, його резали просто. І тоді, а керівником ансамбля Ньоман був такий Янка Хворост. Майстер, музика. І от вони вирішили тим Хворостом домоглися на прийом до міністра культури. Значить, вони заходять на прийом, у прийомную, а там у таких вот всяких министров, тоді при советах, обязательно молодая секретарка должна быть. Они имели слабость. И вот молодая секретарка там, и они ее, значит, на полке говорят, слухай, давай его пример костюм, ну погоди, и показывают этот костюм. И апранули в этот костюм, який він зробив для ансамбля Ньоман. Ну, як це подобається, поглядів люстерка. О, я і так подобається. А тепер вот що, іди докладай міністру. Я, вона виходить, міністр этой, ну, як кажеться, переінтелігенція сучасна, обалдел. Вот. Тоді так не казали. Вот. И он был настолько збентежен, этот министр, а товарищ, а что это такое? Вот так вот это костюм, який ми пропонуємо, вам же подобається. Да, красиво. Да. А на суму ламали міністра вот таким чином. На розные шли, и он был вельми, ну, такой креативный человек в этом смысле. Вот это опраную на это ансамбле. Шмат это было, я уже не буду там подробязно многие речі розказати, але це була ціла революція, яку він зробив. Вернув, я зробив не традиційний народний костюм, а сучасний на основі традиційного. Це було нове слово в мистецтві тоді сказано. І високий густ в этом. Ну і, коли эту тему закончить, другая тема. Это наша громадская деятельность в институте. Мы з Левоном створили організацію студентів, яка називалася «Аматори білоруського мистецтва» АБМ. Був герб, літери АБМ, усе. Тут нема людей, які пам'ятають Советский Союз. У Советском Союзе. Что вы говорите? А все так молодо выглядно. Одним словом так, у Советском Союзе, кроме комсомола и профсоюза и партии, никаких организаций не было и не могло быть. Категорично. Ни студентских, ни филателей, ничего не могло быть. Ничего. Все было под контролем и ничего не могло быть. Так вот мы творили студентскую организацию, Театрально-мастацкую институцию. Машина одна в Советском Союзе такая была. Конечно, потом меня разогнали, нас выгнали, уробили, а вон потом не забили. Но это я уже потом скажу. Так вот мы творили эту организацию. Мы брали группы студентов, ездили по городам. Филимон возил у Ленинград. Бо наше мистецтво, оно обрабатывано российцами, там, в музеях, в Русском музее, в этом самом, в Питере. Все это там есть. Он это добрый лет. Он возил студентов, своих сябров,
Вот мы поехали вот на экскурсию. И эту экскурсию сказал, вот это актуаль, вот это. И студентов раскрывались его, что это же все наше. А чему это тут? И так у людей у голову уходило, что, слухайте, у нас же великая культура, нас же опробовали, чему это тут? И люди робилися культурными белорусами. Так само там у Москву возил, в Давидову палату, все. Вот такие робили экскурсии, это АБМ. Потім збирали костюми, робили виставки, і потім робили літературні вечори. Скажем, одночі ми зробили вечір Короткевича и Бородулина. И читали мы верши заходнебелорусских поэтов. Там вышла книжечка Леопольда Родинича, Василька читали. Вот. И я памятаю, что залі в нашій театральній інституті 300 чоловік вміщається. Ну, студентів шмат прийшло, але я ніколи не бачив людей у шерих костюмах столько, их было десятки, с собачьими большими. Вот это вот такая публика. Гебья нагнали столько тому, что вот некая студентская организация, некая АБМ, и некого тут Короткевича, который известный националист, вот, выбирают этот вечер. Значить, наша організація, напевно, от після цього вечора нас і понищили. Ну, мне там написали, что я там говорил коммунистов лежит на столах, это все придумка. Але мне просто из института выгнали. Лямону удалось это закончить, институт. Вот, бо он, будучи в институте, был керівником мастацького фонду. Головний мастак мастацького фонду. Это важная фигура была в мастацтве. Так от, ми тоді проєктували, як же проводять освіту. Доставали мы книжки, скажем, у меня была Ластовская история Беларуси 1910 года, оригинал. Еще несколько таких книжек. Значит, знакомились, вот мы хлопцы там поговорили, да, слушай, ты вот видишь такую книжку? Не, а что? Ну, погляди. Что, ну, да, ну я, знаю, здорово, я тоже не знал. Вот. І ён, гэты чалавек, які ўжо, пранікаўся гэтым, ён эту кніжку перадаваў свайму сябру, другому пачытаць. Але я не ведаў, каму ён перадаваў. Мы рабілі ланцуговую рэакцыю. Значыць, вот, мы двоих, я з тым, а ты з тым. Але я не ведаю таго. І асвета ішла ланцуговай рэакцыяй. Але это было горизонтально, мы это придумали. КГБ не раскрыли. КГБ тогда ничего не раскрыло. Мы робили такую вот ланцуговую реакцию осветы, читание книг, сам выдат таким чином проходил. Вот. И вот эта ланцуговая реакция нигде не дала сбоя. Нигде не дала сбоя, потому что только два человека между собой контактуют. Ну, почитал. Вы же не видите, что там было далее. И поверьте мне, эта система осветы дала великий плён. Это 60-ті. Мы были студенты, нам было по 23, там по сколько. И вот эти люди, когда им было по 45, в конце 80-х утворили Народный фронт. Это все пошло 60-х годов. Вот это люди, видите, Народный фронт это не молодость. Это были люди 40-50 годов. Это взрослые люди створали фронт. Больше все. Вот что было в 60-е годы, и Лявон был одним из руховиков. Вот этой работы. Третье, что я хотел бы означить в его деятельности. И повторяю, его фигура, вот его, она имела контактное значение. Короткевича читали. Короткевич мог выступить, он был союз письменников. Про Короткевича навіть засталися там некие здымки, про Лявона ничего не засталось. Потому что он был в оппозиции. Але по своему удельной ваге, по уплыву на осяроддзе, его было великое значение. Вот. Так вот, и он мне кажется, знаешь что, я вот думаю, треба мне скрину вернуть. Ну что тут, говорят, скажем, ты погляди, вот Библия, это же какие заставки, какие гравюры, это же такие узрони европейские, все, это никто про это не написал.
Я говорю, ну ты напиши. Я и хочу. И вот он занялся этой справой. И ездил в Москву. А уверите, у нас тогда была только одна Библия с Кариной. Все Библии с Кариной в Москве. Все скрадено, все там. Леон ездил туда, там была проблема сфотографовать это, все это целое. Одним словом, он все взял, и он это выучил. И он писал артикулы, и ему удалось это при советах выдать альбом гравюры Франциска Скорыни. Это уникальный историчный до сегодняшнего дня має велику коштовність. І дослідження мистецтвознавчого він зробив, і він все зняв, все показав. До этого. Вот, маючи освітницьку задачу, він брався і за костюм, і за громадську діяльність, і за освітництво, і за літературу, він брався за все. Одночасно он хороший колорист, он покинул хорошие акварели. Ему мало часу было на это, в основном он занимался прикладным искусством. Вот. Так вот, другий такой момент, что он старался поднять белорусскую культуру чем хуже, чем больше. Это вот что написано, обещано. Вот. Это, когда он был забитый, мы разглядали его там спадщину, и на вокладці одной из книжек русского мастака Федотова, кажется, были оловочками зробленные записи. Вот это была запись. Он сам себе нечто там записывал. Людей были это все. Вот. Ну вот, такий был человек, и он отримал майстерню мастацкую у старым городе. Это улица Комсомольская была, Фелицианская. То и майстерни он не жил. У хаты его не было. Вот. И там он писал свои картины. И там же, в этом городе, он и загинул. Значит, история была такая. Здесь под вечер он ехал автобусом и вышел из автобуса, и некие два хулигана и бандиты. То есть давать почали до женщин. Ну, так грубо. Вот. Эта женщина почала там кричать. Ну, не то, что она просила допомоги, но Леон это убачил. Ну, и натурально треба уступиться. И он уступился за эту женщину. Все. Вот. Кончилось тем, что его забили ножом у сердца. Один из бандитов. Женщина тут же утекла. Это была подстава провокационная. Женщина это потом все надоелось. Это была ЗГБ. Два бандиты российцы, сыны полковника КГБ, який керовал оховой дома уряду. Или где-то там с русского Калинина, все это. Это было продуманное забойство, ведающее, потому что это КГБ, оно же вывучает, что вы любите есть, какие у вас гастрономичные, что вы любите там глядеть, все. Они вывучают, они ведали его характер, что и он, как рейсер, обовязково ступится даже. Ступился. Вот так продумали. Вот. Ну и суд уже, який потім відбувався, это была такая комедия. Я был на этом суде, головный бандита, и он весь час говорил только одну фразу. Ну вот, подсудимый там, почему вы делали та-та-та-та? Почему вы молчите? Я сын Сталина. Я сын Сталина. Он говорил только одну фразу. На все питания. Я сын Сталина. Я сын Сталина. Я сын Сталина. Ну так его научили адвокаты, что треба говорить. И все, и суд зробив вигляд, что ну что ж, не хоче говорити. По-моему, на вот экспертизы не проводят. Далее ему 15 год, потом скосили, и потом под амнистию, там он може и года не отсидел, двоих их, бо это два браты были, вот. И их больше мы не бачили. Ну, мы так пробовали их найти, а они не бачили, они зникли, я повладал. Вот такое зробили для Леона Бородина.
Гэта было ў 72 годзе. Таксама мы з Лявонам вельмі перажывалі за стары горад. У 67 годзе ён атрымаў заказ оформления города Минска до тысячегодия. 1067 год – это первое упоминание Минска, как битвы на Немезе. И вот в 1967 году, 1000 год, хотели показать Минск. И он сделал вельми хорошее оформление. У белорусском стиле, там орнамент, все как треба. А за советами у всякая продукция, литературная, мастацкая, там по штуку, допустим. И она проходила през цензуру и проходила през ЦК. Поштовки часом клали на стол Машерова. Это первая цитация. Вот эта работа оформления Минска, вот у Машерова собрали. Все, и этот Машеров или что-то товарищи, он каким-то национальным душком это попахивает все. Ну, все в белорусском стиле. Лявон почав ему перечить, что так треба, все. Словом, тут же его отхилили от этой работы Лявона, ну и Машеров запомнил его как известного националиста. Чему известно, я скажу. Потому что нам приходилось вступать в борьбу с этими маршалами, які знищали старий город. Їх призначали там Белдержпроект, Минспроект, в основном были русские. Головопул, главное архитектурное управление, присылали только из Москвы. Они керовали всей архитектурой. Это политика была. И политика была знищить всю старину. Однойче ми, тоді ж не було, це ж не по телебаченню об'являли, ні нічого. Ми, як просто випадково, в Палаці профсоюзу була виставка центра города Мінська. І ми заходимо на ту виставку, там усі ці проєкти, нічого старини немає, все знищено навіть костюм. Ну і ми там, правда, не побилися, але ми їм устроїли лазню усім архітекторам, тому що ми то знаємо з історії. І, в принципі, після того, коли от почався цей конфлікт, ми вийшли з Лявоном, і я кажу: Лявон, що робити? А кажу: давай напишемо письмо, зберемо підписи, і напишемо ЦК КПСС у Москву. На білоруських мракобесів часом управу знаходили у Москві. Гэтая компартія була настільки реакційна, настільки антибелорусська. Машеров закрив всі білоруські школи. Хотел знищить усе вёски. Осушил Полесье. Климат змінив. Все. Вот. Что управу на них приходилось частным знаходить у Москвы. И на ходе. Ну и все, домовились. Я написал лист и почал обходить усіх белорусских дьячов. Починаючи с великих письменников. Я дошел пару десятков. Не подписал никто. Супраць Машерова. Они знают, что это была идея Машерова знищить Немегу, знищить город. Ну и все, я кажу: Лявон, подписывай ты один. Все он подписал. И тогда не можно было послать артикул у «Правду» либо «Известия». Нет, там это не принимали. Были специальные корреспонденты. Специальный корреспондент «Правда» в кожній республіці і «Известия». І їхній статус був на узровні керівника дела ЦК. Это была вельми важная фигура. Потому что «Правда», то, что написано у «Правде», это был закон. Первый секретарь ЦК любой республики ничего не мог сказать супротив «Правды», когда там было написано нечто. Вот такая была структура. А правдой на той час керовал такий Землянин. Землянин был не короткий час, у 50-е годы, секретарем ЦК у Беларуси. И вот этот Землянин, и он почал поднимать белорусскую культуру, мову, там, школы почал, значит, архитектуру там проявил, там, этот американец взяли на охову. Его хутенько забрали в Москву на повышение. Ситуация была такая, когда нефта за республиканских дьячов, проявляя интерес до национальной культуры, поднимая ее, его берут на повышение. Какой хороший парень, на повышение его берут. Все. А присылаюсь мракобесам. И он будет. Вот когда Машеров все знищал, и он вельми хотел, как его забрали в Москву, и казали: его ніколи не возьмуть, потому что он виконує то, що Москві треба. І так і відбулося. Вот. Так от, ми звернулися до
корреспондента «Правды» Геннадий Буров, наш великий поэт. И он почитал это и кажет, ничего не пойдет, и резко написано, але ты дозволишь, я дорогую и попробую. Ну и попробовали. Все прошло, правда надрукувала. Машеров летал в шаленстве и кричал, он мне фразу эту перевели, мы знаем этого, мы не знаем, кто такой Поздняк, но мы знаем этого националиста Борозну. И он запомнил тогда, когда в 67 году, и он зробил это оформление города Минска, и он запомнил его как фотографию. Далее не буду рассказывать, бо там были проблемы. Машеров мог бы шмат допомогти, мы ему письмо писали, на кроме того, как вот Борозну забили, все, но и он это памятал, и все это посприял тому, что была и амнистия, и этих бандитов, кажется, просто помиловали фактически. Вот такая история была за его забойством. Но, конечно, для нас это, для всего белорусского руху, это была великая трагедия. Мы вельми это все пережили. Вот. Ну, але что ж, такая была эпоха, такий був час. І в 72-м годі, коли його забили, до речі, почали знищати Немігу. За 2 роки Немігу повністю розбили. Так, була себе просто подія. Я ще декілька хочу розказати моментів про цього чоловіка, ну, про його працю, це все зосталося. І воно не пропало. Ці альбоми, які він зробив, потім ще 2 альбоми зробив по Гродзенській області. Шмат які мастаки, от такий був мастак, Михайло Романюк, використовував альбоми, завжди спосилаючися. Але наступністю тим, що ця його праця увійшла у нашу історію, в наше мистецтво. І він, кажуть, зробив те, що стало основою, стало матерією нашою. Вот. Не просячи, як кажуть, і не сподіваючися за це нічого. Ні грошей, ні слави, ні відомості. Нічого мені не треба було. Треба було працювати і робити користь для батьківщини. Отакий був чоловік Левон. Ну і ще некоторі моменти у підтвердженні того, що це була особа своеособлива. Він військовий був чоловік, він спортовичина. Вот. Ну от, это ж Витебская область, Сходняя Беларусь. Але вот ведомость такая, уже у войск у него это было. Вот это ему нечто, видать, было дадено от Бога. Я так не мог зрозуміти, откуда это, бо, скажем, я жил таким осородием, в такой семье, я видел, кто мой дед, я это все, с детства все зрозумел, кто такие большевики, что это такое, а он у других умовах был. И вот ему это все пришло. И я потом, человек верующий, думаю, что это сапраўды згоден с тем законом, что это было сверху, это Господь дал, не такого человека. И вот, как трошки вот про его особу рассказать. У часы, когда формовались нации, когда люди шли в народ, когда люди поднимали освету, это не только мы, не только в Польше, не только в Словакии, у Чехии, у Венгрии, всюду такое было. Усюди шли, когда нация створилась, и шли, охвяровались людям, поднимали освету. Бо, повторяю, с темными ничего не сделаешь. Вот. И вот такая тенденция была у европейских народов, особливо в Польщі, это висвітлилося, скажем, є ж такий відомий того часу драматург польський Віспянський. Він написав «Веселя». Він уточив польським театрі, в той час була відома постановка, там Інна Владієвська доставила, все. Чим сутність? Тим сутність, що ті інтелігенти польські, які за Польщу були патріотичні, вони свідомо женилися на селянках, на простих людях. Что не признавали эти светы, які уже спрацовничали з москалем, там, а старалися на просто, что там основа, там здоровое нечто. И вот Левон был такий самый романтик, что здоровое увез, там и мова, там люди працують, все, а эти, які вот уже переехали в город, говорят там по-русски, и какая разница, все, это уже все, я не пропавшие люди. И вот такий романтичный нафил был и в нашей интеллигенции. Тады, в 50-е, 60-е годы был. И Левон
гэта зрабіў у жыцці, як Выспянскі паказаў у сваёй п'есе. Ён жаніўся на простай дзяўчыне з вёскі. А было вельмі проста. Ён хадзіў з кіем, рабіў замалёўкі, начаваў ад яго дзядзькі там. Ну і от на раніцы яны там за столом сядзяць, і на печы там хіхікаюць дзяўчаты. Ён все так паглядае туды. Дзядзька кажа, што, можа, падабаецца? А ён кажа, ну, падабаецца. Ну, так магу даць. Так давай. Ну, так бяры. Ну, так мне Лявон расказваў. Так магло і быць. І ён ёй кажа той, который ему падабалася, так поедешь? Поеду. Апранусь. І яна тут жа апранулася. Эта дзяўчына, бацька згадзіўся. І ён яе забраў і павёз у гародню жаніўся. От такі романтызм. У яе было 4 класы. Ён тут двухпакаёвая кватэра, ён мастаком працаваў фарміцелем, часам зарабляў шмат грошай, таму што, ну, я ведаю, як это робіцца. Звычайна, калі здаеш якую-нибудь работу, ночами не спишь. Жывеш без грошей, цілий месяц, тебе нічого нема. Вот, тому що этот клієнт не платить, з чим договорено. Все як мастаки живуть. Але потім, коли ти эту роботу здаєш, тобі виплачують за кілька місяців все. Робив собі шмат грошей. Ну, Лявон так само. Ну, кончилося тим, що я не хотів, ну, как я на школу пошла учиться, в вечернюю, бо 4 класи – це ж не едукація. Ну, не хотіла, не цікавила, це сподобалося городське життя, потім народилося дитя, вже була причина, що це не треба, а потім стало поболі грошей, а де ти буваєш, а чому тебе дома не було. Ну, всі різні люди. І кончилося тим, що це все розпалося. Я вже не буду розказувати детально, як це було, але цей романтизм зник. Вот. І он не один такий був. Я ведаю шмат таких мастаков з моєго осередку. Було нечто подобне. То саме, як на Російках женилися. Будучи молодими, ще некоторые живуть такі мастаки, будучи молодими, не розбиралися. А потім стали свідомими білорусами, стали по-білоруську говорити. І я ведав їх жонок, я цікавився і здивлявся. Ну, у вас же було кохання, у вас же є діти. Муж твой заговорил по-белорусски, сказал, ненависть живёт. Да брось ты этот язык, да что ты тут это самое ёрнишь? И это шлюбы распадались. Некоторые мастаки еще живут, еще 2 человека. Скажем, про Петра Драчева, я не могу сказать, он уже не живет. Он оформлял вальвлёры и все. Вот это вот история. И вот это романтизм типа Выспянского. Вот это было с Лявоном. Вот такая особая, и он вот так мыслил, что основой он так верил в этот народ, вот. А я ему потом, ну, мы говорили, я ему говорю, знаешь, вот такая вот штука, без осветы ничего не будет. Ты взял кота в мешку, и все, и ты так вот и трималася. Но это вот такий життєвий опыт. Что было потом? И снова хочу про его вам рассказать, бо уникальный человек. Мы жили в этом интернате разом. Это уже прошло несколько годов после этой трагедии его. И он кинулся, он приехал как стоит в институт. Все, оставил жонку. Вот это, все лето раз. Так стоял, так и поехал. Вот. Тем более, что у БССР, тут так само, ну, может кто и ведает, у БССР законы были побудованы так, что приоритет был у женщины. Мужчина не имел таких правов, как имела женщина, особенно у семьи. Вот. Это по сегодняшнему день, которые говорят, что требовало там поправить. Ну так было. Так вот, он приехал, и мы уже были студентами, мы так все, то, что я казал. И однажды я прихожу, и он расстроенный, и в очи мокрые. И просто руки дрожат. Вечером. Я говорю, ты что? Я говорю, почитай. И он мне дает письмо. Я читаю. Это письмо дзяўчыны на яго. Я прочитал, чым сутнасць, что он там недзе по вёсках ходил, познакомился с одной дзяўчынай, они там недзе ходили, там по вёсце, вёска такая с Бляна называлась. И она была тренировожатой, она имела высшую эдукацию.
І колективу, які ми ходили, які я набивав, сказали, что вы же как вы можете с детьми, поскольку вы так вот аморально себя ведете. А что аморально? А что вы ходите с каким-то мужчином и так далее? Для остальных людей, може, це буде незрозуміло. Її почали травити у колективі. Її уволили з праці і почали травити. І от вона пише йому письмо. Я почитав, там сльози, що як її преслідують, як що, і він каже, вот что робить? Что робить? А я говорю, что это вельми хороший человек. Она написала такое письмо. Ну так, а что мне задушить? А я его питаю, скажи, а тебе надо души? До души. Женись. Вот теперь есть, женись, бери ее. Или не забьют. Задушить, она ему врежет. Так, что? 10 годин, а царник Москва, Гродно у 11 годин находится. Все, давай, тут же оправляется, гальштука нема, был, мы же бедно студенты, я ему даю свой гальштук, тут же поехал, тут же этим царником. Через 2 дні привозить жонку. Видатно. Все було вельми хорошо. Вона їх не поховала. Вот. Я не однодумці, вона Доворозька, вона все розуміла. Все його сутність, вона йому допомагала. Вот. І я це все назирав. Значить, ви розумієте, поводити чоловіка? От не ведаю, що робити, і тут некий, ну, я то його був сябра, але мені було 19 років, чи 20, не пам'ятаю. А він за мене старіший, знаєш. І я йому кажу такі речі, і я йому це зробив. Може бути авантура, мог би я помилився, мог би він помилився. Але головне так, ага, вона в небезпеці, вона до душі, нема чого де церемонитися, роби що. Все, роби, все буде добре, Бог поможе, і Бог поможе. Вот этой речи я, до речі, перший раз это рассказываю, вот, но мне это имкнение, рішучість у добры человека, не спиняючись, як кажуть, не розсуждаючи меркантильно, що, а як буде, що, раз так, треба робити так. І він це робив. Ну і от такого чоловіка забили. За дело ГБ я уже вам рассказывал, это безумовно. Но в той час, конечно, досягнути якоїсь правди було вельми тяжко. Одним словом, с забойством Левона, но мы отчули, потому что это пошла такая вот целая эпоха. Разумеете, вот были люди в Осяроті, які вони были, так сказать, социальными лидерами. Вот их ведали все. Про их нигде не писали, их ведали. Их знали. Вот это у контактах, это люди шматовали. Вот такий был Левон Тимофеевич Борозной. Загинув 43 роки. Ще йому, кажуть, все було наперед. Вот так тоді діючила ця система. Ну, що дотичить нашої той АБМ, я вже говорив, розформували. Все, меня выгнали из института, так само царали, погребали все, але не забили. Дякую Богу, выжил. Вот. А память про Левона, она меня, вот, это все то, что я вам рассказываю, как было вчера. Это вельми вот яркий вот, життєвий аспект, який заставився. Шмат було вельми, ну, таких я просто не можу шмат все розказувати, але шмат вельми цікавих таких життєво-повчальних ситуацій було у своїй з цим чоловіком. У житті він був вельми простий хлопець, абсолютно вельми комунікабельний, от, вельми такий відкритий чоловік, без ніякої хитрості, ось, не відстоювати свої позиції у будь-якій ситуації з любими людьми, абсолютно. Вот. И вот такие вот люди, каких было у нас теперь, а напевно, может быть, и миграции не были, может быть, у нас и Лукашенко не было. Вот. Но вот такая особа была у нас в 60-х, початку 70-х годов.
Шмат што яшчэ не выдадзена. Я перазняў ўсё, што можна было перазняць, тады яшчэ на слайды, это ўсё асталося, ўсё это загіне, конечно. Вот. Такі наш рост. Вот что дотычыць Леона Тимофеевича, я хотел вам трошки сказать, что это была за особа, бо я его найлепей ведаў. Вот. Что это был за человек, які он покинул после себя на смерти. Вот. Але найбольшее это память. И, на жаль, я то про это писал шмат дзе. Але память помирает разом з нащадками. А то, что зроблено, тое застаецца. Так вот, тое, что ён зрабіў, это и градуры з карыны, это его альбомы, это его костюмы, это все засталося. Это наша спадчына, якая реально ёсць. А тое, что я рассказываю, это ведаю только я. Ну и коли нечто застанется с того, что я рассказал, это так само добро. Потому что это так само частка нашей культуры. Особо его характер, его отношения, я не выпадково про это кажу, это есть частка нашей культуры. И это человек, який нашу культуру створив. Я не випадком казав про дружбу, якої нема, скажімо, такої, як у нас. Так от, його поводження, його життя, це так само частка нашої культури, нашої ментальності. І воно живе у нас, у Білорусі. Що б з нами не було, кончится эта оккупация, кончится Лукашенко, Господь Бог поможет, появятся снова такие люди, как Леон Борозна, появятся другие люди, Беларусь отродится. Это у нашей крови, это в нашей земле, это в наших травах, дубах, это все у нас есть. Вот. Бо утраю, он з'явився тоді, коли здавалося, ну откуда люди держаться такі? З'явився. Вот. Тому я вельми оптимістично гляджу на будучыню, что наш народ моцны, працавіты, здольны, таленавіты, гістарычна, і з яго вырасце, што б мы не перажывалі, але вырастуць такія людзі, і яны зробяць тое, што павінны зрабіць. Зробяць вольную, незалежную, шчаслівую Беларусь. Так і будзе. Спадзяюся. Жыве Беларусь. Дякую велике, спадару Жаноне, за ваше розповідання, за таку лекцію. Так, я спробував зрозуміти. Комсомольськ. Комсомольськ. Шоколей, майстерня. Наступний кадр. Там кинотеатр был теперь на Снищиной. Бильярдная такая стояла. Шкільна. Вот это вот. Вот это його майстерня. От його трошки тепер модернізувалося, от його уваход у майстерню. Він у этой майстерні жив і писав свої картини. Это вулиця вот тут Комсомольская, а тут вот прозатель дом. Это революційний антикінотеатр. Вот это його була майстерня. Майстерня это жовтая, белая, недобудованная, нет? Это уже нигде нет. Это ну, дом стены пофарбовали, все. Вот это, ну, лестница новая. Просто зробили много кольцов. Вот. Але уваход был вот сюда. Этого гриба не было, тут и катарак не может собраться. Вот был тут. Это было так, ну, выглядало так драновато уже. Сейчас никто не реставровал. Вот. Але это я тут и жил. И жил. Вот так был. Зайдите. О, может быть, картина. Не могу. Ну это же может той самый сон. Вот это уваход, вот это вот тут. Это уваход на улицу Интернациональную, тут арочный уваход. Вот это двор. Это бандиты. Левон кинулся, там недалеко милиция. И подкликал милицию. Вот. И они с милиционерами побегли за этими бандитами. Догонять. Бандиты забегли сюда, это было ночью. И они полетели сюда. И они с милиционером туда, и его забили вот тут. Это дворник. Да.
У гэтым дворе его забили, а милиционеру руку. А гэта вуліца или інтэрнацыянальная? Интернациональный вот тут, уваход А, туды. Вот тут арка, туди уваход. А. А тут двор, и тут праз двор можна пройти до его майстерні. Вот Ну, так у каля- його дворі, а мали забили. А маленькая его двора, близко. Вот это место. Вот это, ну, его теперь по-другому выглядает, вот это вот, ну, это. Мы тут по-другому зроблены. Но я познаю это все. Потому что мы ходили тогда на это место, клетки клали, это все выносили, там кровь была. И опошние его слова были «сердце, мое сердце». Хто вам сказав? Що він так сказав, що серце моє серце. А бандиты ж были, их же и милиционер же был помощь. Милиционера у руку ножом ударили. Милиционер это чув. Там были слепки были, бандиты там вот пьяным стали, но тут сказали, я это мент, но рассказал. Все. Вот такая история. Что еще? Їх прозвище, ви не пам'ятаєте багатьох на суди? Золотовый. Добре. Да, братья Золотовы. Родом из Калинина. Русский город такой. А жиє в Мінську. Ну, батько гибіст керував аховой дома ураду. Вот. Они криминальники, как русским положено. Вот, но они их никто не чапал, бо батько был гибистом, и их выкористали вот для такой справы. Чому це на Афу від золота? Скажіть нам, Станіславович, ще одне питання про лист, трошки, може, більш подробязно правду ви написали, він повпливав на нечто чи ні? Все ж таки? Уплывал. Немігу повинні були здесь в 69 году. Почали вже там древо, все. И это ж лист, коли появился, они хотели снести не только Немгу, они хотели снести там весь город и хотели снести театр Янки Купалы. И вот, дякуючи нашему листу, театр застався. Так бы его не было. А в театре Купалы был Всебелорусский конгресс в 17 году. Это великий историчный будинок. Як мы его рятовали? Там же были некие большевистские сходы, некие там большевики из Западного фронта, и мы писали, что там вот, это же известная революция Югославии. Ну, а и это сыграло роль. Вот. Так вот, вынік был такий, что отклали на 3 годы. Як отклали? Мокрого вугілля нічого не було. Все, вони спинили знос Неміги, і все йшло своє чергування. Вони все одно рихтували з усіх боків, там підходили. Ось пройшло 3 роки, це ж Совєтський Союз, ніяких же громадських установ не було. Що значить ми там? Ну, просто самі по собі. За нами стояли там некі люди, які не хотіли писати, ніхто ж не підписав. Знаете, они, может, могли там и сказать, и написать, но это допомога невеликая была. Один человек, який так само ахвяровался деле батьковщины, это Григор Романович Ширма. Была такая история. Хотели снести этот город, ну, полностью вверх, здесь на Немигу. И мы, наше товариство Томахова Помникова, у нас там было десяток человек, мы были эконометры, мы вельми змагались. Ходили на все это сходы проекта, у Минск проект, усюди, вступали в эту драку с ними. Але это мало, потому что керував Машеров, вся эта команда. И как раз у этот час был некий съезд КПСС, навіть не пленум, а некий съезд. А коммунисты, они жили от пленума к пленуму, от съезда к съезду. И они тогда думали, значит, что там примут на съезде, и старались тихо сидеть. Потому что раптом скажешь не туда, и тебе могут покарать. И вот мы подрихтовали лист. И отвозил его в Москву, мы гроши давали, все. Леон Игнатович Шмыгалев, это что мы Куропатов писали. И мы подписали подписала шмат, до речі, на курсу, Приль подписал, все, але нам треба Ширму, бо Ширма народный артист, это великая фигура была. А Ширма уже не жил в старом городе, он жил на площади Ленина, это незалежности теперь. А он переехал на Пулихова, а Пулихова побудовали там целый квартал для коммунистов.
Это были вельми кругом хорошие дома. И вот для номенклатуры, для тих людей, які там были заслуженные, они давали такие квартиры. И вот до техника оставалось там 2 годины, и мы, хлопцы, там целая команда была, а ну, я думал, что Ширма там живе, он там не живе. І що робити? І вже ніч ніяка справочна не працює, нічого. І ми, ну що робити? Я кажу, так, хлопці, нас там було 5 чи 6 чоловік, давайте так. Ти йдеш у гэтий дом, ти у гэтий дом, по всіх домах ходимо і робимо питання, де ж Григорій Романович Ширма? А там, може, тому 20. І ми по всіх ходили. І я ходив. Ходиш, дзвониш, добрий день, скажите, тут живе Григорій Романович Ширма? Чого? Не тут, нет, да, вибачайте. І натрапили. До речі, я і натрапив. І кажуть, Григорій Романович, это композитор? Да, композитор. Он над нами живет. Спасибо. Вот. Приходжу до Григорія Романовича, а и мы с ним были знакомы. И он деда моего добре ведал. Вот. И я с ним был знаком. И вот он был уже такий трошки хворий. І ми проходимо, і я йому кажу, що Григорій Романович, вот така справа, тут вот городом показує ксонометрию йому, що вот это хочуть і щось. Ми довго сидимо і бесідуємо. Я кажу, що, глядите, это все хочуть знищити, это важно. А вот это нехорошо. Нехорошо, он полез тим таки. Я кажу, що, ну вот бачите, як нам не шансує з нашим начальством. Ну, добре. А що від мене треба? Подписать вот этот лист. У ЦК КПСС. Брежнев. И он на меня поглядел и каже, с великим задовольнением. И подписывая лист. И тут же он поехал. Тут же, и, до речі, був ефект виступлення. Був ефект. Бо тоді, коли йде цей з'їзд, вони хочуть показати, що вони справедливі, вони з народом. Вот. І вони некоторі моменти брали, як кажуть, на производство. Вот. Ми це ведали все, ведали їх мистецтво. Я чому це привів, тому що Ширма вельми ганорився власною дружбою з Машеровим. Машеров давав їм, Машеров був такий хитрий, він часом письменникам квартири давав, там то. І маючи дружбу з Машеровим, з Машерова можна було провернути які там питання. Это так многие великие люди старались с этими коммунистами уметь допинять. Так вот, и он, у Союза композиторов там складанное было житье, и он нарывся этим собрался с Машеровым. После этого Машеров его знать не хотел, и больше его не бачил и не говорил. И Григорий Романович все это ведал. И он знал, что когда он это подпишет, Машеров ему говорить не будет. И он это сделал. Вот здалося дробязі чоловіче. Треба розуміти ту епоху, але це був той чоловік, от той, як у тих часов. Законник. Вот. І от Григорій Романович, його вельми шанували, от я після цього зрозумів, це великий чоловік. Для Білорусі працював як мог, як Лариса Олександровська. От англійська, все, так сказати, її ручки цілував, я розказував про це. Но вона дбала тільки про Білорусщину, про оперний театр, про мову, про все. Шмат було таких людей, які, будучи на вершині, маючи партійні білети, старалися допомогти Білорусі у гэтій окупаційній зоні. А було шмат таких, які продалися з потрохами, і гэтую штану робили все своє, як вислужитися. Розные были люди. Так вот, Григорий Романович был великий человек. Вот. Ну вот это уже про Григория Романовича пошел рассказывать. Але вот такая история о обороне города Минска, який у нас вот этот артикул сыграл тоді такую роль. Але потім все. Ще питання, яке можна коротко в цьому питанні поставити. Ваше бачення будущее, Неміги і Замчиш. Що ж таке, що і в яким вигляді варто? З Немігою, для того, щоб відновити Немігу, треба знести все, що вони там утворили. Це вельми працеемка. Це буде мільярди коштувати. З цього вже не буде нічого.
Ну, Нямігів робили, я лише навечно. Бо там велізарне дома, ну, видите, що там наробили. Це не просто капники побудували, там от на кінотеатра Перемога, на місці Бенедиктинського монастиря і костела побудували прокуратуру. Так это прокуратуру снести, и ничего страшного. И обновить это все, ну, это будет коштовать 2 раза дорожей, скажем, а это можно. А вот то, что утворили на Нямизе, это что они сделали такие Минский Арбат. Пробуйте это все. Это уже фактично знелегать ничего не будет. Вот. Але можна знайти некие махчимости, некие инсталляции, некие махчимости показать это, можно некие, ну, не знаю, некую голографию, некую там стену зробити, некую там. Это все треба думать. Это все треба думать. Вот. І эту історію ніяк можна адлюструвати. Саму ж побудову не вернеш. Але адлюструвати і візерунки, види, все можна при сучасному мистецтві, скажімо, от Куропати. Ну, я про это писал. Я уявляю, где эта дорога, где они будовали, поставить каменные это самые скульптуры. И вот человек, я заезжаю на машине с 2 боков, 4-метровые стоят люди. Те люди, какие расстрелянные. 20 километров, там не больше, обмежевание скорости. А по этому асфальте все там можно брусчаткой выкладены отповедные лозунги, так само ты едешь по трупах. Как ты тряжел на своей машине, что-то можно сделать. Мы начали это робить, вот крыши поставили, и все это, ну в 19 году все это знищили, где-то эти крыши. Я не чую, что робится, я чую, что робится. Вот, тому, я кажу, гэта ёсць магчымасць адрадзіць, памяць адрадзіць, такім чынам і праявіў. Трэба знайсці спосаб, як у тых новым мікрараёне, які мы там зрабілі, як гэта паказаць. Можа на асфальце, можа зрабіць нейкія сценкі, можа быць голограму якую зрабіць. Тэхніка дае магчымасці гэта. Вот, некую дыярам можна это все, калі пачаць думаць галавой, каб паказаць, які быў горад Мінск. Тым больш это легендарная вуліца, потому что связано с историей. Вот. И это важно было, и материально важно для туристов, потому что, ну, вы разумеете. Вот. А что дотычет, скажем, вот там, где такие фундаментальные забудовы нема, все можно обновить. И мы повинны обновлять. Таким чином. Это была война супротив нации, супротив культуры, знищали специально все под корень. Так? И что мы будем робить? Все можно обновить у новых материалов. Это, конечно, бутафория. Это правильно. Але гэта вобраз, такі, які быў, ён будзе растлумачаны, што гэта было знішчана варварамі, каб знішчыць нашу культуру. Ну, мы гэта паказваем так. Так у 19 годзе, ну, французская рэстаўрацыя, скажем. Яны набудавалі розных там замкаў, якія з гісторыі не маюць ніякого значення. І іх усе крытыкавалі гэтым метод, романтычны падыход да рэстаўрацыі. А цяпер ніхто нічого не ведае. Ніхто нічого не ведае, ходзяць турысты, кладуць свае там песо туды. И все, и культура есть культура. Тому магчимость есть. Полоцк. Вот глядите там, зацвели, значит, панораму, все бачите, это Святодухов и великий дом 12-поверховый. А там был доминиканский костел. Так вот, этот дом снести, так, застались обмерные чертежи, отреставровать доминиканский костел, и он будет коштовать у 2-3 разы дорожей. Але для нации треба на это пойти. Дорожей тому, что снос дома, и всем людям треба дать квартиры и побудовать новый дом, им. Вот. А эту бредоту снесть. И я упевнений, что так будет, когда будет отроджена нормальная Беларусь, будет нормальная нация, так треба будет робить. Бо нас столько познищали, это была країна замков. Усё треба отрадить, и Смолянский замок, усё треба отрадить. Когда одна цегла навод заставалась, усё в наших руках, усё это можно. Гроши вернуть скраденные за 30 секунд. Яровасалами. Это вертання грошове, это фактично покарання Лукашенку. Эти гроши для всей нации, это пустяки. Это просто покарание для злодеев. Коли почне працаваць экономика, почне працаваць бизнес, почнут працаваць люди, народ все зробить, спрацавалі.
Все зробиться. Вот это буде максимум. Ставили, ти, що там 10 мільярдів, чи 20 мільярдів, чи скільки справ, то йому покарання. Тому не сподіватися, що він там, не думайте, що він там шмат украв, він більше розбурив. Тому що це він побурив, він понищив, він побудував той дом чижатами і все, то він наробив всього. А вёски розбурив. Машеров почав, йому не хватило ресурсу, вони ж повинні були знищити білоруські вёски, я вже розказував про це. А Лукашенко довершил. А городки сделали, так званые, знищили вёски наши. А Шеров ледь не святим Білорусь. Чого його забили? Мені здається, його не забили. Нет. Машеров был сын пресвітера, сын віруючого протестанта, який був пресвітером. І хлопчиком маленьким, коли збиралися тайно верники, він там зимою, його задача була сушити на лежанці, вилаки там і все. Вот он вырос в такой семье. Вот. А кончил КГБ, КГБист был. Это легенда про партизанщину, что створили, это легенда. Это легенда. Але это человек, який був одразу, він змінив прозвище. Його соправне прозвище батьки Машеров. Он став Машеров. Вот. Это кар'єрист, який йшов в партизанський рух прес ГВ. Партизан був керував НКВД. Штаб партизанського руху був в Москві і керував такий Пономаренко, НКВДист. Вот. І вони присилали сюди своїх НКВДистів, забивали наших білоруських командирів, бо партійне, скажімо, в Мінську партійне підполье організувалося білоруське само. І я розмовляв з людьми, які були удільниками цього партійного підполья, вони були у нас в інституті, этими натурщиками, з медалями. Вони розказували, як було. Организовалось Минское коммунистическое подполье с белорусом. В 43-м году пришла Москва своих, этих побили белорусов. Ну, то в Москве там что все. И все взяли все в свои руки. И так было с партизанкой. Те партизанские отряды, которые организовались у Беларуси, где были белорусские командиры партизанские в 43-м году. И они были все понищены. И была специальная установка от Сталина шла. Праз Пономаренко. И они были знищены просто. Под любыми поводами их знищали. Альбо там на задание посылали, альбо придумывали некие неиснующие моменты, их расстреливали. И полностью НКВД взяло у своей руки весь партизанский рух. И потом была задача знищить все будинки. Разбурали школы белорусские, разбурали домы. Знаете, что зробили? Разбурали наш фонд. Это задание было из Москвы. Продолжалась эта война супротив нации под выглядом войны с списыванием немцев на оккупантов. Вот что робилось. И я повторяю, я это ведаю по документах, але я с людьми говорил, которые внутри этого были, с этими ж подпольщиками минскими. Я говорю с ними, они рассказывали, я знищил Минское коммунистическое подполье. И так весь партизанский рух знищали. И партизанский рух 400 тысяч. Вот такое войско было. Вот этих вот хлопцев всіх, вот, ну, это уже целая история. Але вот так было. И потом эти люди, все эти КВДисты, они пришли до влади. И в Минску, по Беларуси, влада перешла до партизан. Вот у всех это и Машеров был партизан, все эти лопанки, все эти жепанты, все эта публика, какие-то, ой, Боже, забыл я дочка там nešto при Лукашенко. Вот. И все эти люди, они пришли до влады. И они знищали эту Беларусь. Мы душу было ненавистно. Витебску, храм 12 столетия. Я глядел документы, кто подписывал это. Я грабил. В Минске Доминиканский костел, 52 век Сталин. Это все партизаны робили, и они заняли всю владу у Беларуси. И они были как бы свои. И тому на них, я кажу, мы ездили в Москву, как бы этих сволочей притиснули. Вот такая история была. И это, ну я не ведаю, теперь никакой истории нема, никакой науки нема. Лукашенко, разумела. Вот.
І треба, щоб вона міграція розвивалася, але треба доступ до архівів, то треба їхати в Москву, треба їхати в Пітер, треба в Мінську, кругом, треба, архіви знищаються. Ви видаєте, література білоруська знищається, є указання Лукашенки, списки з білоруських бібліотек виграбають літературу, знищають білоруську тільки тому, що на білоруській мові. Це так, як було в 30-х роках. То відбувається зараз. То, що винесли в 30-х, вот, то відбувається зараз. Я не думаю, що этого нечто досягнуть. Нічого не досягнуть. Нічого не отримається. Будуть страти великі, але нація виживе. І це застанеться в пам'яті. Бо, повірте, вот то, що було до війни, вот, поки вони напали на Україну, то люди трошки думали, да, кто бы что-то. Ну как же, мы же братские народы, вместе с Россией, таких уже не шмат. Есть, а не шмат, уже бачили, что это такое. Что такое Москва? Вот. Тому, що вони роблять, вони знищають фізично, але духовно вони не знищають. На ненависті до злу, до того, що вони роблять, виростає нова особа. Нове сенсування історії, нове сенсування життя. Так есть. Вот. Тому єдине, що можемо пожалітися, що життя коротке. Тому що хотілося б, це вимагає часу. Повинно прийти нове покоління, вот, яке на этом зробить свою будущину. Вот. А нас уже не буде. Вот это тільки на жаль. Бо хотіли б поглядіти, як це було. Зрозуміло, що буде добре. Добре, є ще питання? Нема. Ну, то дякую.